Инструмент география позволяет нам получать различную информацию в отношении стран, городов, регионов. Инструмент доступен для пользователей Office 365 по подписке. У нас уже есть готовая табличка, в которую вынесены названия городов и стран. У нас есть Москва и Россия, написанные по-русски кириллицей. У нас есть город Лондон, написанный латиницей, Париж написан опять же по-русски, и Испания написана по-английски. Специально сделали так, чтобы посмотреть, насколько хорошо инструмент будет работать с разными вариантами. Ну и здесь нам нужно данные наши выделить, те, для которых мы хотим получать информацию по географии. Дальше мы идем на вкладку «Данные» и в группе «Типы данных» выбираем «География». Excel немного подумает, и для тех данных, для тех городов или регионов, по которым он знает информацию, он их сразу нам определяет. Для Парижа у нас осталось что-то не в порядке, что-то не нашлось для Парижа, причем здесь нам на правой панели не предлагают никаких вариантов дополнительных, из которых мы могли бы выбрать, поэтому единственный вариант – это переписать Париж и написать его так, как он будет Excel понятен. Ну, напишу в латинице. Пишу в латинице, и сразу инструмент срабатывает, из чего мы можем сделать вывод, что лучше, наверное, все-таки писать латиницей, и к этому же выводу можно подтянуть и то, что Москва и Россия, которые были у нас написаны по-русски, превратились в Moscow и Russia соответственно. То есть все-таки латиница здесь будет, по крайней мере на данном этапе развития этого инструмента, предпочтительна. Далее мы выделяем те города, страны, регионы, которые нам нужны для работы. И у нас в правой части вверху появляется всплывающая кнопка «Вставка данных». При нажатии на эту кнопку у нас открывается список доступных данных, которые мы можем посмотреть. Не все из этих данных будут доступны для каждого из этих регионов, например, capital, столица. Здесь тоже, к сожалению, все только на английском языке. Но столица, очевидно, бывает только у страны. У города столица быть не может, поэтому тут мы ничего для города не увидим. Ну, давайте столицу выберем и посмотрим. Вот для стран мы сразу видим, что столица прописалась, а для городов просто ошибка. Например, ее можно скрыть с помощью поля «Если ошибка», если мы ее, с помощью функции «Если ошибка», если мы не хотим эту ошибку поля здесь видеть. Что еще добавим? Давайте добавим страна-регион. Здесь сработало у нас все с точностью до наоборот. Для стран, соответственно, страна это то же самое, поэтому бессмысленно добавлять какую-то информацию. А вот для городов добавилось название страны на английском языке. Давайте еще посмотрим, что здесь есть интересного. И возьмем официальный язык. Будем знать, в какой стране, на каком языке говорят. Рядом с официальным языком есть official name, то есть официальное название. Например, Россия превратилась в Российскую Федерацию при этом сразу же. Здесь же мы давайте возьмем население и что-нибудь еще. Ну, например, где-то в конце здесь был вот такой параметр, как уровень безработицы. Возьмем его. Ну и сразу же сделаем чуть более красивую эту таблицу, чтобы нам лучше видеть данные в ней. И, соответственно, мы теперь видим некоторые уже сводные данные по тому или иному городу или стране. Вот мы знаем, например, население Москвы, население России и так далее. То есть мы получили географическую информацию в отношении тех субъектов, которые запросили. Так как не для каждого из этих субъектов все поля рабочие, где-то мы видим ошибку, возможно, будет актуально посмотреть
какие именно данные доступны в том или ином случае. Для этого мы кликаем по значку с картой около того или иного а, города, страны, региона, и нам открывается всплывающее окошко с информацией, картинка даже подгружена из Википедии, с информацией в данном случае по Москве, в которой мы видим сведения, которые для Москвы доступны. Мы видим здесь руководителя города, например, и так далее. Некоторое количество информации доступно. Если мы какие-то из этих данных хотим в нашу таблицу добавить, просто наводим мышь, вот, например, площадь Москвы, и кликаем появившийся значок «Извлечь поле». Кликаем по нему, и данные добавляются в нашу таблицу, но не только для Москвы, а для всей нашей таблицы в целом, и мы видим размер города соответственно.